Абхазия предпринимает попытки вернуть российских туристов после резкого снижения интереса к своим курортам. Для этого используются различные методы продвижения, от рекламы в социальных сетях до нестандартных маркетинговых ходов. Однако, несмотря на усилия, россияне пока не спешат возвращаться в регион, который все чаще ассоциируется с громкими скандалами. Отток туристов связан в первую очередь с неосторожными заявлениями местных чиновников. Так, сотрудница Абхазского министерства туризма Кристина Лакербая высказалась в духе, что республика не нуждается в бедных туристах, которые не приобретают сувениры, предпочитая экономить и питаться дошираками вместо посещения кафе. Вслед за этим глава Абхазского фонда кино Александр Басария заявил, что такие туристы якобы представляют угрозу национальной безопасности. Подобные высказывания были восприняты российской аудиторией как оскорбление, что моментально отразилось на потоке отдыхающих. Начиная с июля он резко сократился. В стремлении изменить сложившуюся ситуацию местные жители начали активно продвигать абхазские пейзажи через социальные сети. Региональное телевидение демонстрирует сюжеты с туристами из России, которые все же приехали, и предлагает им сравнить отдых в Абхазии с поездками в Турцию или Египет. Некоторые местные предприниматели и блогеры подошли к ситуации с долей иронии. В созданных ими видео герои едят лапшу быстрого приготовления на фоне живописной природы, а кафе и закусочные переименовываются в доширай, в шутку, но с расчетом на вирусный эффект. Тем не менее, россияне в интернете довольно критично оценивают эти попытки реабилитации. По их мнению, главная причина падения интереса к Абхазии – это неудачная система обслуживания и полное отсутствие клиентоориентированного подхода. Они убеждены, что, не улучшив условия для туристов, республика уже не сможет вернуть прежние доходы от туризма. Абхазия столкнулась с новой реальностью, которую сама пока не осознает, пишет пользователь Алексей С. Доигрались. Был в Гагре еще до распада СССР и после войны с Грузией небо и земля. После конфликта абхазы ничего толком не восстановили. Ехать туда отдыхать просто не имеет смысла, разве что на один день на автобусе заехать, считает Олег Р. Им бы вообще на несколько лет границу с Россией закрыть. Либо приведут все в порядок и пересмотрят свое отношение, либо побегут к Грузии. А пенсии и пособия надо платить только тем, кто действительно живет в России, а не временно пребывающим, предлагает Алексей П. Они думают, что россияне живут на широкую ногу, а многие копят весь год на отпуск и просто не готовы тратить деньги на сувениры или экскурсии. А у кого есть деньги, те выберут Мальдивы, а не Абхазию, пишет Татьяна Г. Надо работать над качеством сервиса, а не выставлять лапшу. Или они впрямь считают, что нам можно лапшу на уши вешать, иронизирует Татьяна Т. Если российские туристы перестанут ездить в Абхазию, то отдыхающих там просто не останется, ведь 97% туристов составляют именно россияне. И все же власти республики сами делают все, чтобы курорты пустовали, подытоживает Андрей. Туризм остается едва ли не единственным стабильным источником дохода для бюджета Абхазии. При этом заработная плата бюджетникам и значительная часть расходов на энергетику покрываются за счет российских субсидий. Россия традиционно поддерживает курс Абхазии на самоопределение и оказывает всестороннюю поддержку. Однако в последние месяцы отношения между Москвой и Сухумом заметно охладели. С конца лета 2025 года Россия начала постепенно снижать объемы финансовых перечислений государственным служащим Абхазии и ввела ограничения на поставки дешевой электроэнергии. Эти меры стали серьезным ударом по экономике республики, давно зависящей от помощи со стороны Москвы. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Варсобин отправился в регион, чтобы из первых уст услышать, как местные жители реагируют на происходящее. По его наблюдениям, несмотря на официальную браваду, в частных беседах абхазы признаются, без поддержки России республика не сможет справиться с текущими социально-экономическими трудностями. Отключите диктофон, и вам честно скажут, без вас, русских, мы не выживем, делится Варсобин услышанным. Россия вложила немалые средства в восстановление и развитие инфраструктуры Абхазии.
Без этих вливаний множество районов, особенно пострадавших в результате войн и кризисов, оставались бы в запущенном состоянии. Один из ярких примеров — строительство автотрассы в Ачамчерском районе, финансируемое за счет российского бюджета. По признанию местных властей, пусть и неформальному, без постоянной помощи из Москвы некоторые регионы страны оказались бы на грани полного упадка. Один из высокопоставленных представителей абхазского руководства признал, что если когда-нибудь Абхазии придется выбирать между различными внешнеполитическими партнерами, приоритет, скорее всего, останется за Россией. И речь тут идет не только о политических симпатиях. Главным фактором остаются соображения безопасности и устойчивости экономики в условиях глобальной нестабильности. Особое беспокойство в обществе вызывают слухи о возможном свертывании присутствия российских пограничников на территории Абхазии. Подобный шаг серьезно ослабит систему обороны и откроет регион для потенциальных территориальных претензий со стороны Тбилиси. Последние заявления грузинских властей о намерении восстановить территориальную целостность лишь усилили эти опасения. Среди жителей активно обсуждается: если Россия отзовет свои силы безопасности, республика может стать новой горячей точкой нестабильности на постсоветском пространстве. Эксперты указывают на то, что охлаждение отношений между Москвой и Сухумом вызвано не только сложным экономическим положением России, переживающей мобилизационные процессы и вынужденную перестройку бюджета. Все чаще в Кремле высказывают недовольство тем, что абхазские власти проявляют недостаточную политическую лояльность. Некоторые представители элит, рассчитывая на постоянную помощь, одновременно демонстрируют стремление к большей самостоятельности, а порой и к балансированию между разными международными центрами влияния. Подход, при котором Абхазия одновременно стремится к поддержке со стороны России, но демонстрирует стремление к самостоятельности, вызывает у Москвы все большее раздражение. Именно это двусмысленное поведение, вероятно, и послужило одной из причин недавнего сокращения объемов помощи. Между тем, у Абхазии фактически нет реальной альтернативы российскому курсу. Турция и другие ближайшие соседи не обладают ни ресурсами, ни политическим желанием оказывать республике поддержку на том же уровне. А интеграция с Грузией, учитывая кровавую историю конфликта и неурегулированность вопроса независимости, для большинства граждан Абхазии остается категорически неприемлемой. В такой ситуации и правящая верхушка, и общество оказываются перед выбором: подтвердить свою приверженность тесному партнерству с Российской Федерацией, усилив двустороннее сотрудничество, либо пойти на риск самоизоляции и столкнуться с новыми вызовами как в плане безопасности, так и в экономике. Сегодня как никогда важно сохранить диалог и выработать компромиссы, способные обеспечить устойчивость в регионе и дать людям шанс на достойное будущее. От того, какие решения примут Москва и Сухум, зависит: останется ли Абхазия стабильным союзником России или скатится в зону нестабильности и потенциальных конфликтов. На сегодняшний день Абхазия представляет собой один из важных узлов, где пересекаются интересы крупнейших геополитических игроков. Несмотря на свои небольшие размеры и ограниченное признание на международной арене, республика продолжает играть значимую роль в политике Южного Кавказа. Усиление нестабильности в Грузии и агрессивная риторика официального Тбилиси вынуждают Сухум искать устойчивые гарантии собственной безопасности. И на этом фоне Россия остается ключевым партнером, играющим решающую роль в поддержании мира и порядка. Однако в условиях растущих внутренних проблем и напряженной международной обстановки Москва вынуждена тщательно расставлять приоритеты между военными нуждами и экономическими обязательствами. Это серьезно ограничивает возможности дальнейшей поддержки Абхазии. Ситуация осложняется внутренними трудностями. На фоне мобилизационной нагрузки в самой России и перераспределения бюджетных средств все больше отраслей республики начинают ощущать нехватку финансирования. На практике это уже проявляется в падении макроэкономических показателей. Темпы роста ВВП замедляются, внешние инвестиции сокращаются, безработица растет. Все эти негативные тенденции напрямую связаны с уменьшением объемов российской помощи. На этом фоне усиливается недовольство среди населения, особенно среди молодежи, которая не видит реальных возможностей для карьерного роста и личного развития.
Это создает предпосылки для утечки кадров и усугубляет демографическую ситуацию. Социальный сектор также испытывает все более серьезное давление. Задержки с выплатами зарплат в бюджетной сфере в частности, среди работников образования и медицины ведут к падению уровня жизни и подрывают доверие к властям. Развитие инфраструктуры, необходимой для устойчивого роста, буксует из-за дефицита средств. Ремонт дорог, модернизация энергосетей, улучшение водоснабжения – все эти проекты приостановлены или реализуются крайне медленно. В сложившихся условиях руководство республики вынуждено искать альтернативные источники финансирования и поддержки. Однако для диверсификации экономики пространства практически нет. Регион изолирован, находится под санкциями, а внешние контакты ограничены. Туристическая отрасль, ранее являвшаяся ключевым источником дохода, сегодня переживает упадок из-за ухудшения геополитической ситуации и снижения числа приезжих в первую очередь из России и стран СНГ. Кроме того, обострились логистические проблемы, в том числе трудности с поставками и падением объемов внешней торговли. Параллельно растут внешние угрозы. Грузия активно использует дипломатические каналы для усиления давления на Абхазию и продвижения идеи международной изоляции региона. В Тбилиси не прекращаются попытки добиться политических решений, направленных на пересмотр статуса республики, в том числе через международные судебные инстанции и экономическое воздействие. На фоне всех этих вызовов в обществе нарастает поляризация. Часть населения настаивает на сохранении стратегического союза с Россией, считая это единственным реалистичным сценарием. Другие, особенно среди молодежи и интеллектуалов, призывают к поиску новых векторов и большей открытости миру. При этом растет и внутренняя критика в адрес властей, их обвиняют в неэффективности, закрытости и коррумпированности. По мнению аналитиков, дальнейшее развитие ситуации требует системных перемен. Без реформ, обновления политической элиты и реального участия гражданского общества республика рискует утратить устойчивость. В этой связи ключевым направлением становится усиление роли граждан и расширение их вовлеченности в управление. Только при наличии активного, зрелого гражданского сектора возможно наращивать внутренние ресурсы и выстраивать эффективную экономику. Роль России в этих процессах остается крайне значимой, однако для достижения устойчивого результата Москва должна не просто продолжать поддержку, но и учитывать локальные настроения, предоставляя пространство для внутреннего развития. Также необходимо уделять внимание укреплению безопасности, особенно в контексте модернизации оборонных и пограничных структур. С учетом текущей ситуации в регионе, в случае ослабления взаимодействия с Россией, Абхазия может вновь оказаться в эпицентре конфликта. На международной арене позиции республики по-прежнему слабы. Большинство стран не признают ее суверенитет, что ограничивает ее дипломатические и торговые возможности. Тем не менее, руководство Абхазии старается развивать связи с теми государствами и структурами, которые готовы к сотрудничеству. Особую роль играют контакты с другими непризнанными или частично признанными образованиями, где удается наладить обмен опытом и получить символическую поддержку. В будущем одним из возможных векторов роста может стать цифровая экономика. При создании необходимой инфраструктуры и условий она способна стать точкой опоры для экономического рывка. Однако для этого необходимы инвестиции в сферу образования, поддержка молодых специалистов и развитие современных направлений от IT до экологических и инженерных технологий. Немаловажное значение сохраняет и культурная политика. Сохранение национальной идентичности, языка и традиций – это не просто вопрос истории, а инструмент укрепления внутреннего единства и социальной устойчивости. Культурные и исторические связи с российским народом и другими дружественными сообществами могут стать основой для формирования долгосрочной платформы развития. Абхазским властям предстоит найти баланс между укреплением партнерства с Россией и одновременным движением к большей экономической и политической устойчивости. Исход того, насколько эффективно удастся решить стоящие перед страной задачи, определит ее будущее и роль в южнокавказской геополитике. Создание устойчивой экономической модели, способной обеспечить самодостаточность, должно стать одной из главных целей на ближайшие годы.
Это потребует активной работы по привлечению инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса и рациональному использованию внутренних ресурсов. Несмотря на внешние ограничения, использование местного потенциала и внедрение инновационных решений могут существенно снизить уровень зависимости от внешней помощи. Параллельно следует усиливать социальную политику, особенно в отношении наиболее уязвимых категорий населения – пожилых людей, многодетных семей и людей с инвалидностью. Увеличение уровня социальной защищенности способно снизить напряженность в обществе и создать основу для стабильности. Это, в свою очередь, улучшит общее восприятие государства и укрепит доверие между гражданами и властью. Развитие образования должно стать приоритетом. Система подготовки кадров должна соответствовать требованиям современной экономики. Вложение в науку и образование – это инвестиции в будущее, в появление нового поколения специалистов, способных реализовывать инновационные проекты. Наконец, ключевым элементом устойчивости станет модернизация базовой инфраструктуры от энергетики до логистики. Современные и надежные системы жизнеобеспечения не только улучшат условия жизни, но и сделают регион более привлекательным для инвесторов и партнеров. Поддержка культурного наследия и укрепление духовной общности с дружественными народами, особенно с российским, остаются важной частью стратегии. Это способствует формированию внутренней сплоченности и уверенности в своем пути, что крайне важно в условиях внешнего давления и нестабильной международной обстановки.